Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня третий день работы нашего международного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Программой нашего семинара предусмотрено более 30 мероприятий, распределенных по 4 трекам, которые рифмуются с наименованиями федеральных и региональных проектов в сфере образования. Это «Учитель будущего» формируется сегодня, это «Качество образования в современной школе», это «Цифровая образовательная среда эффективной школы», это «Новые возможности для непрерывного образования». В течение 2 дней работы семинара участники проекта «Эффективная школа» совместно с нашими международными федеральными экспертами, региональными экспертами обсуждали вопросы повышения качества образования, а именно создание современного образовательного пространства, использование технологий оценки образовательных программ, внедрение цифровых технологий. Нашими партнерами были представлены региональные практики повышения качества образования, факторы успеха резилиентных школ, успешные модели функционирования сельских школ. Школы-лидеры предыдущих этапов проекта в Республике Коми поделились своим опытом выстраивания профессиональной коммуникации со школами-участниками проекта. А для руководителей образовательных организаций прошли проектные сессии, позволившие погрузиться в проблему разработки программы перевода школы в эффективный режим функционирования и разработать некоторые технологии, содействующие ее разрешению. Активные участники семинара, которыми являются многие из вас, отмечают, что многие представленные технологии и приемы мы можем адаптировать к конкретным условиям своих образовательных организаций. Участники проекта «Молодые педагоги» также активно включились в дискуссию о наставничестве в школе. Значительный интерес у всех вызвали вопросы воспитания и работы с семьей. Также для всех участников семинара проведены мастер-классы по диагностике профессиональных компетенций педагогов. Мастер-классы, тренинги, кейсы по формированию коммуникативной компетентности учителя, цифровых компетенций по использованию технологий практик физического воспитания, смешанного обучения, мобильного обучения, конечно, имеют несомненную практическую значимость. Важным результатом прошедших событий является ваше желание участников семинара применить представленные технологии и приемы в своей практике. Или, как прозвучало выступление одного из экспертов, начать что-то делать. Что же делать в первую очередь? В ходе дискуссии на большинстве площадок прозвучало, что начинать надо с учителя. И сегодня важно не просто учить учителя, а научить учителя учиться. Сегодня мы говорим о вызовах профессиональной подготовки эффективного учителя. Главные вызовы отражены в национальном проекте образования и федеральных проектах, а также в региональных проектах «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого». Национальный проект образования существенно меняет все. И инфраструктуру системы образования, и содержание образования, и технологии. Мы с вами входим, и очень быстро входим, буквально даже влетаем в эпоху трансформации образования. И, конечно, это требует трансформации каждого из нас. Сегодня на повестке дня стоит проблема корреляции профессионального стандарта, который уже претерпел определенную трансформацию, и национального проекта образования. Мы передаем слово Нине Васильевне Ивановой, руководителю проекта «Школа управления. Академия просвещения». Нина Васильевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, вопрос профессионального развития учителя сегодня как никогда встает очень остро. В связи с реализацией национальных проектов, в которых, в общем-то, и определены все те вызовы, о которых мы говорили в течение 3 дней нашего международного семинара. Понятно, что это вопросы инклюзивного образования, вопросы развития талантов, и не только развития, но и поддержки, выявления талантов. Причем здесь много вопросов содержится в данном направлении. Это работа не только с одаренными детьми, но и со всеми детьми, потому что каждый ребенок от природы талантлив. И необходима система, выработка системы
выявления талантливых детей и поддержки детей, развития этих, динамики, вот этих особенностей всех детей. Поэтому сейчас школа, конечно, стоит перед такой глобальной задачей организации системы непрерывного развития педагогов. И вы знаете, ограничиться только курсами повышения квалификации в данном случае, конечно, не получится. Потому что система развития, она включает в себя, безусловно, и переподготовку, и повышение квалификации, но и много других компонентов, которые, конечно, на сегодняшний день должна взять под особый контроль, под свою особую ответственность именно школа. Совершенно очевидным является факт, что мы ограничены в реализации тех или иных задач в рамках проектов временем, ресурсами. И задача руководителя образовательной организации, управленческой команды школы именно оптимизировать эти ресурсы, имеющиеся в школе, ресурсы социальных партнеров, социального окружения для решения вопросов развития педагогов. Это и взаимообучение школ друг с другом, да, предоставление новых практик, трансляция этих практик, доказавших свою эффективность. Это внутришкольное взаимообучение между педагогами, между кафедрами предметными или методическими объединениями. Понятно, что это семинары, конференции, которые максимально стараются предоставить региональные институты развития образования. И, собственно говоря, сейчас есть большие возможности организовать, спроектировать свою программу развития профессионального, но если это будет сделано в системе в рамках школы, то совершенно очевидно, что это будет гораздо более эффективнее. Поэтому, коллеги, я присоединяюсь к сегодняшнему разговору в рамках нашего круглого стола к обсуждению тех острых вопросов, проблем, которые стоят перед развитием вот этой системы профессионального роста педагога, и совершенно согласна с тем, что несмотря на активное внедрение цифровых технологий в образовательные организации, вообще в систему образования, несмотря на ту трансформацию, которую сейчас предстоит пережить школам, что ключевой фигурой есть, была и останется фигура учителя. Спасибо, Инна Васильевна. Действительно, ключевой фигурой является учитель. И сегодня учитель должен обладать рядом универсальных компетенций. Свой взгляд на этот вопрос представит профессор Уильям Эджингтон. Пожалуйста, вам слово. Микрофончик вот у вас есть. What's going to be vital, the most important thing perhaps of all professional development, has got to be the universal competencies. Что должно быть наиболее жизненно важным в каждом профессиональном, в каждой профессиональной подготовке учителя, это универсальные компетенции. Regardless if decisions are made at the school level, or the district level, or the regional level. В зависимости от того, где решения будут приниматься на уровне школы, на уровне управления образованием. The same application of competencies and considerations has to apply. Такие же приложения компетенций и решений должны применяться одинаково. And again, whether it be at the classroom level, the school level, or the district level, or the regional level, the most important thing right off the bat is to consider the goals and the objectives of professional development. И еще раз, несмотря на того, это будет на уровне класса, на уровне школы, на уровне управления образования, фокус на принятие решений должен исходить от целей и задач обучения.
those goals and objectives are going to drive everything that follows. Эти цели и задачи должны как бы управлять тем, что последует далее. And once those goals and objectives have been decided upon, at that point, then we need to know, well, how are we going to measure these goals and objectives? How are we going to know if they have indeed occurred or if we were not successful? И как только вот эти цели и задачи начинают претворяться в жизнь, мы должны четко представлять себе, каким образом мы будем измерять результаты, каким образом будут измеряться, так сказать, достижения, и как в зависимости от этого уже мы будем видеть, как это внедряется в жизнь. And so just as the teacher will determine the indicators or criterion in the classroom, and the campus administrator will determine the criterion and the indicators at the campus level, the same must be looked upon at the district level and the regional level. Точно так же, как учитель, например, выбирает какие-то критерии или индикаторы в классе оценки знаний учащихся, или же руководитель школы использует какие-то индикаторы по определению учебного процесса, эффективности учебного процесса в школе. Также и на уровне управления образования должны быть какие-то определенные четко выработанные индикаторы для определения эффективности учебной работы. And then once the professional development has occurred and the indicators and the criterion are examined, and we do our checklist or our ranking or whatever it might be, then it's time to look at the findings. Let's look at the data and what is the data showing us about were we able to meet our goals and objectives in this professional development? Ну, когда профессиональная подготовка учителя или переподготовка учителя завершается, то как используя вот такие индикаторы и критерии, можно будет определить, достигли ли цели и задачи те мероприятия в процессе профессиональной подготовки, которые были сделаны, которые были совершены. So once the data is examined, the biggest mistake we can make in professional development is to ignore it, or just to look at it and say, yes, this is very nice. Когда данные получены, самая большая ошибка, которую мы можем сделать, это просто проигнорировать их. Или там взглянуть на них и сказать, да, все отлично, замечательно просто. Because if we are indeed going to utilize data-driven management, data-driven decision-making, we need to examine the data. Если мы хотим применить анализ на базе конкретных полученных данных, мы должны проанализировать очень качественно данные. That data will tell us if we were in fact successful, but most importantly, that data will tell us if we are indeed being effective educators. Эти данные скажут нам, насколько мы были эффективны, и эти данные покажут наверняка, насколько мы эффективны педагоги. It's very easy to look at the data and say, we'll just continue doing what we're doing pretty well. Это очень легко посмотреть на результаты, на данные и сказать, что нормально, то, что мы делаем, все правильно, давайте продолжать. It's even worse to say, we're not doing well according to the data, and then not do anything. Это еще хуже, если посмотреть на данные и сказать, да, похоже, что на основании данных мы не очень хорошо работаем, но ничего не менять, просто оставить их. So therefore, the actions that we line out, that we organize, that we develop, according to those findings, are vital. Вот те действия, которые необходимо выработать и применить на основании полученных результатов, они очень жизненно важны. But what's very important is that the action that we develop, in developing that, everyone involved who will be involved by the decisions made by those actions are involved in determining the actions. Очень важно в процессе анализа этих данных вовлечь всех тех, кто будет в дальнейшем определять, что нужно делать далее на основании данного анализа
полученных результатов. Unfortunately, too often, when a decision has been made, it has been made at the campus level strictly by the principal or rector. At the district level, simply by the superintendent or administrator. At the regional level, simply by the director. К сожалению, очень часто, например, на уровне школы решение принимается только директором или ректором, если, скажем, учебное заведение другое. На уровне управления образованием только руководителем управления образованием. Это не совсем верно. It's vital that the director at the regional level involve the rectors and the principals, and that the principals or rectors at the campus level involve the teachers. Это жизненно важно, чтобы, например, руководитель управления образования вовлекал в анализ решения директоров школ, которые входят в состав этого управления, или, например, чтобы директор школы вовлекал учителей, самих учителей в анализ и, так сказать, работу над данными. Just as the days when the teacher stood in front of a classroom and told the class, "This is what you'll do," so too are the days where the campus principal or rector stands in front of the faculty to say, "This is what you'll do." And gone are the days when the director should be saying to the campus administrators, "This is what you'll do." Так же, как учитель, например, говорит с учениками, что вот это вот сейчас надо делать. Точно так же директор школы должен общаться с учителями и говорить о том, что сейчас необходимо делать. Так же, как руководитель управления образования должен вовлекать директоров и говорить, вот это нам сейчас надо делать. We know it is vital that everyone who will be involved in the process is part of the decision making. Очень важно, чтобы все, кто вовлечен в процесс, принимали участие в окончательном решении. Now, just as there are times in a classroom when the teacher must tell the children, "This is what you'll do," and there are times when on a campus a principal or rector must make a decision, and there are times when a director must make a decision. But in something as important as professional development, everyone needs a say. Несмотря на то, что в классе учитель или в школе директор или руководитель образования говорит о своем решении, также участники процесса образовательного должны тоже говорить о своем мнении. And then finally, once a decision has been made, an action has been planned, and then eventually that action is put into play, it doesn't end there, because then we're looking at more data, we're looking at more information that we're given, and from that we begin to plan our continuous improvement. И даже после того, как решение принято и определенные действия начинают, так сказать, приниматься и процесс идет, необходимо продолжать получать какие-то данные и смотреть, в каком направлении движется процесс и производить необходимые корректировки, если это необходимо. Just as in our personal lives, we look at where we want to be in the future, how are we going to get there, and a plan to get there, and even a plan beyond that perhaps. The same will apply to the school, to a classroom, and to the region. Так же, как в нашей личной жизни мы планируем нашу жизнь наперед, что мы хотим делать в будущем, как мы должны туда прийти, иногда даже и более далекие цели. Точно так же и в школе или в других организациях образовательных необходимо планировать наперед и анализировать эти шаги. Not to keep a plan in mind, not to keep data-driven decision-making in mind, is to do a disservice to the children. Не думать о плане, не думать о результатах данных, это неправильная работа с детьми. Спасибо. Спасибо. Мы благодарим Уильяма, мы благодарим Андрея Евгеньевича. Да, действительно, сегодня учитель должен обладать рядом компетенций. И сегодня национальный проект образования
предусматривает также и трансформацию системы повышения квалификации педагогов. Татьяна Дмитриевна Поликарпова, заведующий кафедрой общего образования, обозначит основные тенденции. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, учитель – это такая профессия, и не случайно в этой профессии оценивают деятельность учителя по деятельности его учеников. Успешность ученика – это как раз и показатель эффективного учителя. И нам постоянно бросает вызовы время, так быстро меняющееся. Ведь совсем недавно мы не могли представить, что от нас потребуются такие глубокие компетенции в знании информационно-коммуникационных технологий. И теперь успешный, эффективный учитель не мыслится без этих навыков. И, соответственно, мы тоже, как Институт развития образования, постоянно находимся на грани тех каких-то изменений, которые нам необходимо срочно внедрять в процесс повышения квалификации. Мы постоянно изменяем наши программы. Этот процесс такой перманентный. Я думаю, что в школе вы тоже прекрасно меня поймете, это также процесс перманентный, потому что изменения, они охватывают все уровни образования, начиная от школьного и заканчивая, естественно, федеральным уровнем, да, от которого мы и получаем те установки, которые нам необходимо реализовывать. Курсы повышения квалификации, они, конечно же, не решают тех огромных проблем, с которыми мы сталкиваемся в своей профессиональной деятельности. Но частично мы можем помочь решить те затруднения, те дефициты, с которыми мы сталкиваемся, потому что те вызовы, те программы, которые реализуются, они постоянно от нас требуют обновления содержания не только наших программ, но также содержания нашей и предметной деятельности. Наши предметные области сейчас также находятся в процессе изменения. Мы ждем всех утвержденных концепций наших предметов. В соответствии с этим мы будем снова изменять содержание нашей деятельности. Соответственно, будут меняться курсы повышения квалификации. Соответственно, будут внедряться те проблемные вопросы, которые сейчас требуют разрешения немедленно, вот сейчас, да, в данный конкретный момент. Поэтому процесс этот, как я уже сказала, он перманентный. И он требует не только от нас усилий, но и также от всего, наверное, такого широкого нашего педагогического сообщества в плане также вашей активности в повышении квалификации, в заявках, которые нам необходимо получить для того, чтобы оперативно вносить изменения. Поэтому, уважаемые коллеги, всем нам, наверное, хочется пожелать успехов, терпения вот в этом таком сложном деле. Спасибо. Спасибо, Татьяна Дмитриевна. Действительно, мы сегодня выстраиваем систему повышения квалификации с учетом конкретных запросов, с учетом конкретных профессиональных дефицитов. И здесь очень большая роль принадлежит тому, что мы свои программы выстраиваем на основе диагностики профессиональных дефицитов, на основе диагностики профессиональных компетенций. И я хочу передать слово Светлане Анатольевне Нырковой, заведующему Центром аттестации педагогических работников. Она провела несколько мастер-классов, посвященных как раз вопросам диагностики профессиональных компетенций педагогов. Светлана Анатольевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Мы действительно вот завершаем работу в рамках нашего международного семинара. На протяжении 2 дней мне посчастливилось работать с Уильямом Эджингтоном.
И вот такое взаимодействие нас с ним, да, вас с нами, оно было чрезвычайно важно. Важно в каком аспекте? Нам с вами удалось выделить те моменты, да, те ценности и смыслы, которые, то, что называется интернациональным, да, или поликультурным, как сейчас говорят. То есть те моменты, которые значимы и, да, у нас в России, и в Америке. Почему это важно для нас с вами? Есть вещи, которые у нас традиционно сильны, ну, даже на протяжении столетий. Но мы от них отходим, а может быть, немножко забываем, да, вот за суетой дел. И вот как раз такое взаимодействие с нашими коллегами, да, вот из Американского университета дает нам возможность опять сфокусировать наше внимание на тех приоритетах, которые значимы в системе нашего российского образования и образования в Республике Коми. Я сейчас сделаю краткий обзор, вот на какие, да, вот, результаты мы вышли в процессе совместной работы. Кто-то их слышал, когда мы работали на протяжении 2 дней, кто-то присоединился вот к нам сегодня. Итак, уважаемые коллеги, то есть мы выявили единые подходы в организации деятельности наставник, стажер или наставник молодой учитель. Наиболее значимым здесь является принятие, да, профессиональной роли учителя молодым педагогам. Но также важно продолжение профессионального развития наставника, вне зависимости от того, сколько ему лет и какой у него педагогический стаж. Все это становится возможным и реальным, если развивается сам педагогический коллектив. Таким образом, развитие профессиональное членов педагогическим коллективом является и условием осуществления наставничества, и одним из его результатов. Если оно осуществляется правильно, то развивается педагогический коллектив. Ни в одном из коллективов, да, где приказ о наставничестве издан формально, но не включены члены коллектива в этот процесс, такого происходить не может. И в этом мы убедились, да, совершенно не голословно в рамках республики, а представив, да, и познакомив наших коллег с опытом гимназии имени Пушкина, да, города Сыктывкара, с опытом школы номер 40 города Воркуты, с опытом лицея при СГУ. То есть мы активизировали опыт, да, вот этих площадок, он был представлен, коллеги, да, показали конкретные примеры, и это нам дало возможность убедиться только при разных формах включенности, при принятии всеми членами коллектива ценности профессионального развития, возможно, да, вот такое совместное становление и развитие. Таким образом, да, вот идея непрерывности наставничества, да, становится актуальной, ну, можно сказать, в мировом пространстве. Итак, мы коснулись с вами ценностей педагогов, взрослых, но тем не менее нам крайне важно было поговорить и о ценностях обучающихся, о том, как мы их развиваем. То есть ценности школьников, да, а школьник, да, например, в той же американской системе образования, это ребенок в возрасте от 5 лет, да, и до 18-20 лет. Так вот, да, вот коллеги нам представили то, как они работают по развитию разных, да, умений детей, которые дают возможность ребенку осознать и осмыслить свои ценности. Да, в ответ мы предложили и свой опыт, да, потому что таким образом мы работаем, да, например, с воспитателями детских домов. Таким образом мы работаем в ключе подготовки наших учителей на конкурсе. О чем я хочу сказать? Уважаемые коллеги, есть вот действительно конкретные темы, да, конкретные нравственные категории и понятия, которые необходимо освоить сначала педагогу. И эти курсы, вслед за Татьяной Дмитриевной я скажу, мы тоже можем предложить вот общественности нашей республики. Потому что, как правило, это является одной из наших таких профессиональных проблем, да, если брать вот наше пространство. Это составляющая. Следующая составляющая, раз уж мы заговорили о профессиональных проблемах, то они, естественно, возникают. Такое понятие, как кризис профессиональной некомпетентности,
крайне значимая составляющая нашего профессионального развития. Мы периодически должны обнаруживать, что-то мы не понимаем, да, что-то мы делаем не так. И только такое обнаружение, выявление проблем дает нам возможность двигаться дальше. В рамках этого действительно мы предложили мастер-класс по профессиональной диагностике педагога. Особенность этого мастер-класса была в том, что педагоги, оценивая деятельность своего коллеги, должны были оценить собственную способность прокомментировать и аргументировать, почему они такую оценку дали. То есть у нас на мастер-классе были очень опытные педагоги, но тем не менее, да, свои дефициты они обнаружили. То есть это был чрезвычайно интересный опыт и полезный. Сейчас я проиллюстрирую, не для перевода, милые коллеги, но буквально, да, у нас иногда учителя жалуются: ой, не могу провести самоанализ, это так сложно. Если учителя не обучать, если процессы самооценки не включены, да, в деятельность школы, самооценки учителя, самого себя, то, разумеется, учитель этому и не обучается. Да. Делаем выводы, способна ли тогда развиваться сама школа и способны ли мы помочь, да, развиваться нашим детям. Вот. Поэтому, да, уважаемые коллеги, вот такие вот три значимых момента, да, я фиксирую. Наставничество и молодой педагог, развитие ценностных ориентаций субъектов и момент, связанный, да, с необходимостью самодиагностики, профессиональной компетентности. Вот она как двигатель профессионального развития учителя. И я хочу еще раз выразить благодарность Уильяму, так как именно с ним мы больше всего работали. Вот его присутствие, да, и его слова о том, что мы работаем в одном профессиональном пространстве, а значит, да, говорим о самых значимых вещах, дает возможность и нам еще раз, да, посмотреть со стороны на себя. Спасибо. Благодарим Светлану Анатольевну. Светлана Анатольевна затронула очень важный аспект в своем выступлении. Это наставничество, это работа с молодыми педагогами. И значительное внимание работе с молодыми педагогами, сопровождению молодых педагогов уделяется в федеральном проекте «Учитель будущего». Мы приглашаем Наталью Николаевну Новикову, доктора педагогических наук, раскрыть новые подходы к подготовке педагогических кадров в магистратуре Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я благодарю за участие и директоров школ, и учителей, коллег с Америки. Мы в течение этих 2 дней, наверное, осознали то, что сегодня не хватает учителей только обучения в бакалавриате, в специалитете. И когда впервые стали говорить о магистратуре, многие не понимают. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что магистратура – это не только 2-й уровень высшего образования, но и это способ развития педагога. Мы сегодня с уверенностью можем сказать, что именно в магистратуре, в отличие от курсов повышения квалификации, различных конференций, происходит научное становление учителя. Потому что любой учитель, он тогда эффективен, когда он понимает, что он эффективен. Те учителя, которые работают на достаточно высоком уровне, они не всегда могут передать свой опыт на том уровне, который должен быть. Да? Не всегда осознают, как это правильно сделать. Очень много у нас проблем в исследовательской деятельности, в проведении, наверное, согласны, да, в том же самом анкетировании и так далее. То есть магистратура основана на проведении научно-исследовательской деятельности и, самое главное, аналитической. Мы учим не только определенным программам, таким как электронное обучение, инклюзивное обучение, обучение одаренности. Мы учим анализировать свою деятельность учащихся, выстраивать ее. Ну и самое главное то, что в программах нашего университета заложена идея того, что обучение должно быть оторвано от профессиональной деятельности. И когда наш магистрант, а я хочу отметить, что большинство магистрантов это работающие учителя. То есть у нас магистратура начинается с 5 вечера. Учитель отводит 5, 6,
7 уроков идет к нам учиться. И мы нацеливаем на то, магистрантов наших, на то, чтобы они брали научные исследования, именно связанные с их профессиональной деятельностью, именно с теми проблемами, которые сегодня существуют. Вот в рамках да, что исследовать, какая проблема, это очень важно. И все, что они делают научным исследованием, они соотносят с школой. И мы с Светланой Николаевной очень радуемся, когда наши магистранты проводят анкетирование, получают какие-то результаты и внедряют методики сразу в школу. У нас есть магистранты, есть опыт, когда они проводят мастер-классы в своих школах, когда проводят семинары, то есть они передают вот этот уже научно обоснованный, да, опыт. И в том числе мы сейчас включаем магистрантов в взаимодействие с профессиональным сообществом. Вот в настоящее время у нас проводится форум, когда идет обсуждение проблем электронного обучения с учителями республики и учителями России. Мы включаем магистрантов в активную деятельность учащимся. То есть сегодня мы должны понимать, это не просто дисциплины какие-то, да, которые нам спускают свыше федеральные стандарты. Это самое главное, что системный подход к тому, чтобы учитель, еще раз говорю, проанализировал свою деятельность, проанализировал федеральные стандарты, проанализировал национальный проект, проанализировал научные подходы. И потом он уже по своей проблеме четко выделил. Сейчас мы идем даже дальше, мы проводим на следующий год конкурс научных исследований. Он будет проходить на всероссийском уровне. Мы хотим подключить университеты-партнеры. Это Московский государственный педагогический университет, Вятский государственный университет, Пермский. И, возможно, у нас будет трансляция практик, тех, которые разработаны нашими магистрантами в рамках их исследований. Ну и еще я хотела на одном аспекте сказать. Когда я занималась научной работой, вот сейчас мы очень много говорим об изменениях различных, которые происходят. И в научной среде есть такое понятие профессиональная мобильность. Вот это очень важный аспект, о котором мы с вами должны говорить. И сейчас разрабатываются научные подходы, методики. Все исследователи, даже в Российской академии образования, пытаются понять, как формировать эту профессиональную мобильность. Да? Как сделать так, чтобы учитель у нас подстраивался под те изменения, которые происходят ежечасно, уже не ежегодно, еженедельно, ежечасно. Вот этот отдельно... подходы к преподаванию в ВУЗе. Нет, но это уже когда преподаватель, учитель становится. То есть это один аспект, о котором мы, может, будем говорить на других курсах. Большое спасибо. Может, Светлана Николаевна? Спасибо, Наталья Николаевна. Да, конечно, Светлана Николаевна, директор Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина. Пожалуйста, вам слово. Как у вас происходят изменения в ваших образовательных программах? Добрый день, уважаемые коллеги. Наверное, все со мной согласятся, если я скажу, что становление эффективного учителя происходит еще в ВУЗе. Наталья Николаевна здесь много отметила про магистерские программы. Я хочу более подробно остановиться на бакалаврских программах. Ежегодно Сыктывкарский государственный университет проводит модернизацию образовательных программ именно по бакалаврским программам. Хочу отметить, что в этом году, в 2019, будет осуществлен прием на первый курс по стандартам 3 с 2 плюсами, который совершенно отличается от тех программ, которые были до этого. Уже в соответствии с этими стандартами студенты у нас первого курса будут включаться в практическую деятельность. То есть буквально с первых дней учебы студенты будут выходить у нас на практику и будут проводить профессиональные пробы. Все дисциплины психолого-педагогического и методического блока будут сопровождаться практической деятельностью. То есть, например, на первом курсе идет дисциплина введения в профессию, и параллельно каждую неделю студенты выходят на практику по этой дисциплине.
и также по всем методикам и по внеурочной деятельности. Я думаю, что вот такой подход позволит сформировать уже высокопрофессионального педагога для новой современной школы. Спасибо, Светлана Николаевна. Это, конечно, то, чего мы все давно с вами ждали, да, это усиление практикоориентированной подготовки учителя, чтобы студент с первого курса уже выходил в школу, работал с детьми. Это очень важно, и мы надеемся, что все у нас получится, да, и действительно наши студенты будут целенаправленно затем уже идти работать в школу после окончания бакалавриата. А как же строится работа по подготовке учителей, работа с магистрантами в университете имени Сэма Хьюстона? Мы передаем слово Андрею Витальевичу Коптелову, директору Центра международного образования, координатору программы обучающих технологий. Пожалуйста. Доброе утро. У нас так же, как и в вашем университете, существует магистратура, она у нас называется Master's Program. В основном все программы на уровне магистратуры проходят онлайн в нашем университете. То есть наши студенты работают в школах, и в то время, когда они не заняты в классе, они выполняют какие-то задания онлайн по различным предметам. Интересный курс, который существует в рамках нашей программы для магистров, это курс на исследовательскую работу. То есть студенты должны провести какое-то исследование в области образования. В основном это исследование связано или с их работой в школе, или с работой совместно с управлениями образования. Получить данные, конкретные данные, статистически обработать эти конкретные данные. И после этого, так же как, наверное, и в ваших университетах, они защищают свою дипломную, назовем это дипломную работу перед комиссией преподавателей. Студенты могут в любое время прийти к нам на кафедру, пообщаться с любым из преподавателей, и мы также стараемся вовлекать их в различные студенческие конференции, в исследования, которые ведется на кафедре, ну и, так сказать, общение в процессе онлайн-занятий также возможно с помощью новых технологий, по скайпу или с помощью других инструментов. Если можно, я бы хотел сказать несколько слов насчет того опыта, который мы приобрели в течение вот этих 2 дней. И прежде всего большое спасибо за такую возможность, за предоставленную возможность. Мы особенно рады, что наши молодые учителя могли поучаствовать в этом замечательном международном семинаре. И вот что бы мне хотелось сказать, буквально несколько слов. Дело в том, что мы все согласны, что изменилось общество. Изменилось общество не только в России, но изменилось общество и в других странах, и в США оно меняется постоянно. И возникают те проблемы, к которым учителя, в общем-то, не были подготовлены. Появляется необходимость учителей в каких-то отдаленных школах. Или мы видим то технологическое информационное неравенство, которое есть в сельских школах. Например, если вы возьмете гимназию в Сыктывкаре и сельскую школу, в которую ездят ученики за 30 километров, где нет интернета, совершенно разные условия. И мы не можем говорить учителю, применяй, скажем, такие-то программы, где бы то ни было, это просто технически невозможно. И в этом случае учителя опускают руки. Вот мне кажется, нужно обратить внимание коллегам на то, чтобы решать проблемы. Они всегда будут, они существуют, они будут, они есть. И мы говорим, проблема – это часть смысла жизни. Если нет проблем, значит мы уже не живем. И в этом случае, мне кажется, учителя могли бы задуматься о самообразовании. Например, если просто пойти сейчас в любой поисковый сервис и начать поиск, сформулировав свою проблему, что-то уже начнет появляться, даже по интернету, что-то начнет появляться. Второе, сотрудничество с коллегами, безусловно, очень важно. И в этом плане я думаю, что учителям очень
полезно общаться с университетом. Вот, например, как Наталья Николаевна говорила о работах студентов этого университета. А почему бы не предложить студентам поработать над дипломной работой, которая как раз могла бы помочь решить ту или иную проблему каких-то школ с трудностями или учительскую проблему. То есть учителя могли бы сотрудничать с магистрами, например, и в то же время члены кафедр могли бы помогать в этих вопросах. Я думаю, что наличие такого института, как вот, где мы сейчас находимся, это великолепнейшая возможность. Просто шикарная возможность для учителей. И институт работает здорово. Надо прямо сказать, что мы обсуждали между собой, насколько хорошо поставлена работа в институте, насколько четко все скоординировано. Я думаю, что если учителя, как вот уже отмечалось ранее, если учителя обратятся в институт развития образования, скажут: помогите нам решить вот эту задачу, подскажите мне, как мне быть в этой ситуации. Начиная даже от поведения ученика в классе и заканчивая там отсутствием учителя, например, английского языка. Я уверен, что совместно с профессионалами, сотрудниками института эти задачи будут решены. И последнее, что я хотел сказать, после вот такой совместной работы, на мой взгляд, было бы очень полезно посмотреть, как вот доктор Эджингтон говорил в своем выступлении, посмотреть обратную связь учителей. То есть мы, предположим, поработали с учителями, ответили на их запрос, постарались им помочь. И сразу, а потом через какое-то время спросили их, как это помогло, вообще помогло, что еще осталось нерешенным, а как вы посоветуете нам что-то поменять, а может быть давайте еще продолжим вот в таком или таком направлении. И вот это как раз тот аспект, о котором доктор Эджингтон говорил, что не просто посмотреть и сказать, да, данные показывают, что вроде бы неплохо, а именно, так сказать, продолжать работать над этим и более тесно сотрудничать с учителями для того, чтобы как раз вот эти вот вызовы профессиональной подготовки для учителя помогли учителю стать действительно эффективным в школе, с учетом вот тех изменений, которые происходили и происходят в обществе. Еще раз большое вам спасибо. Мы действительно очень рады быть в Коми Республике, в Сыктывкаре, в вашем университете. Очень было все здорово. Спасибо вам большое. Андрей Витальевич в своем выступлении затронул очень важный аспект, это аспект самообразования учителя. Да? И сегодня у нас с вами будет кейс о возможностях цифровых технологий как драйвера непрерывного профессионального развития педагога. Приглашаем вас на это мероприятие. Сегодня это будет 102 аудитория в 13:10. Конечно же, учитель – это центральная фигура федерального проекта «Учитель будущего». Но главная роль в профессиональном развитии учителя принадлежит руководителю образовательной организации. Именно он обязан обеспечить профессиональное развитие педагогического коллектива. Инна Васильевна Иванова представит свой взгляд на роль руководителя в вопросах профессионального развития педагогов. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые коллеги, безусловно, сегодня несколько раз повторялась та фраза, что учитель – это ключевая фигура в организации образовательного процесса. Но ни в коем случае мы не должны забывать о центральной фигуре вообще всех субъектов образовательных отношений – это об ученике. И задача любой эффективной образовательной организации, наверное, ученик здоровый и психологически, и физически, ученик успешный, ученик счастливый в конце концов. И для все-таки достижения вот этой ценности, безусловно, определенное здоровье, успешность, счастье должно просматриваться и в формировании, сформированном коллективе педагогическом. Естественно, что главная роль в этом принадлежит руководителю образовательной организации. И начинать нужно с непрерывного развития самого руководителя, с той работы, которая проводится в образовательной организации по формированию управленческого
коллектива, да, управленческой команды, административной, сформирование, включение педагогического состава работников, формирование ценностей, о которых вот не единожды в процессе этих 3 дней работы говорил профессор Уильям. Да, надо исходить от ценностей, надо понимать эти ценности, формировать стратегию на основе анализа данных. И причем этот процесс должен быть непрерывным. На самом деле существуют какие-то контрольные точки, контрольные данные, но вот эти анализ в динамике должен происходить постоянно, и на основе этого анализа выстраивается не только деятельность всей образовательной организации, но и система развития педагогов. Вот это очень важный момент. Давайте посмотрим на тот спектр расширяющихся вызовов, запросов со стороны общества. Ну, понятно, что сейчас и родители предъявляют уже новые требования к образованию. И сама ситуация, в которой мы живем, то есть ситуация постоянных изменений обязывает перестраиваться руководителю образовательной организации, всему коллективу на управление изменениями. Вот это очень важно. Управление изменениями, которые в нашей жизни уже будет как данность. На основе этого, конечно, нужно выстраивать и систему профессионального развития педагогов. Вот смотрите, появляются новые задачи. Это экологическое образование, формирование финансовой грамотности, формирование навыков здорового образа жизни, цифровых компетенций. Посмотрите, сколько новых направлений еще буквально несколько лет не свойственных, да, нашему образовательному процессу, нашей основной образовательной программе, появляется уже сегодня. Понятно, что со всем этим нужно очень оперативно справляться в плане развития как и руководителя, профессиональной готовности к реализации этих задач, так и педагогического коллектива. Ну, поэтому вот Академия просвещения и Институт развития образования Республики Коми ищет такие вот способы, подходы к формированию сетевых форм реализации программ повышения квалификации. Сейчас это принципиально важно, потому что необходимо объединять ресурсы, интеллектуальные, научные, технические ресурсы, которые реально смогут дать какие-то эффективные инструменты в процессе повышения квалификации и подготовки кадров для выхода образовательной организации на качественно новый уровень деятельности. Спасибо, коллеги. Спасибо, Ирина Витальевна. Какова же роль руководителя образовательной организации в американской системе образования? Уильям Эджингтон, просим вас рассказать об этом. I was remiss the first time I spoke in not expressing the gratitude and honor of my colleagues and I to be among teachers and administrators of the Komi Republic. Я немножко волновался, когда первый раз я говорил. Я совсем забыл высказать мою благодарность нашим коллегам из Коми Республики. We have been in discussion the last 2 days, constant discussion of all that we've learned and what we would like to implement. Мы постоянно обсуждали последние 2 дня, чему мы научились и что бы мы хотели применить из этого. Your dedication and commitment to the children and education as a whole is admirable. Ваше стремление помочь детям и работать с детьми просто восхищает. In the American system of education, often the most overlooked part of professional development is the campus administrator. В американской системе образования очень часто
профессиональная переподготовка достаточно серьезно воспринимается администрацией школы. We tend to focus on those providing the professional development and those receiving the professional development. Мы обычно смотрим на тех, кто предоставляет такую профессиональную подготовку, и тех, кто получает эту профессиональную подготовку. But the role of the campus administrator or principal is vital to the professional development process. И роль директора школы или администрации школы жизненно важная в процессе профессиональной подготовки. Basically, the responsibilities of the campus administrator are threefold. Three. There are three responsibilities. Обычно администрация школы или директор школы имеет три конкретных ответственности в профессиональной подготовке. And the first is a very broad responsibility, but perhaps the most important, and that is to help their teachers help their children. Первая, она очень такая как бы широкая, это как помочь учителям в школе, чтобы они могли помочь своим ученикам. Often the mindset of a teacher is, give me the resources I need to be successful. Очень часто учителя, так сказать, считают, что и думают, дай мне какие-то ресурсы, которые бы помогли мне сделать успешными моих учеников. And that is the duty of the campus administrator. И это определенная работа, определенная ответственность администрации школы. So then the second responsibility of the administrator И вторая ответственность администрации школы is to do what my colleagues and myself have been emphasizing for 2 days. это делать то, что я сейчас и мои коллеги, на чем мы фокусировались вот последние 2 дня. And that is use the data. И это использование данных. Find out what the children are sufficient or proficient in. В чем ученики успешны, в чем у них есть какие-то затруднения, How they might need help, как они могут, какую помощь им может потребоваться, and then work with the teachers to develop a way to provide that help. и работать с учителями, чтобы разработать пути для предоставления такой помощи. And then that leads to the third role, И это приводит нас к третьей роли, and to build on what my colleague has said earlier, построить то, о чем говорили мои коллеги чуть ранее. not only is it important, as she said, that teachers tell administrators or tell the institute what they might need in professional development. It's important that teachers tell us what they need. Это очень важно, чтобы учителя сами сказали, что же им нужно, помимо того, что там ресурсы, что же им нужно для их профессиональной подготовки или профессионального тренинга, переподготовки. But it's also important that the administrators ask the teachers what they might need. И очень важно, чтобы администрация также спрашивала учителей, что бы тебе было нужно. That is, involve them again in the decisions. И также, чтобы привлекали их, учителей, в принятие окончательных решений. Some professional development is applicable to everyone on a campus. Какая-то профессиональная подготовка применима для всех в школе. Perhaps a new grading system or software is being considered. Например, новая система выставления оценок или же программное обеспечение, которое для этого будет применяться по всей школе. Or perhaps a school-wide classroom management or discipline policy is being considered. Или, например, распространяемая на всю школу система поведения учащихся в классе. But there are many ways that teachers need professional development that is specific to them. Но есть очень много направлений, когда учителям требуется профессиональная подготовка, которая нацелена конкретно на их нужды, на них. A teacher of mathematics might need some professional development that will be different from a teacher of languages.
Например, учителя математики, им нужна другая несколько профессиональная подготовка, чем учителям языка. A teacher of art might need professional development specific to her or him. А учителя рисования тоже им требуется совершенно другая профессиональная подготовка, которая специфически направлена только на нее или на него. A teacher of physical education certainly needs professional development different than the history Но teacher. уж учителя физкультуры определенно требуют другой профессиональной подготовки, которая, например, отличается от учителя истории. And so it is a very delicate balance that the campus administrator must face or walks between professional development that will benefit the entire campus and professional development that will benefit individual teachers. И вот поэтому администрация школы, директоры должны быть очень деликатны, балансируя между той профессиональной подготовкой, которая дается для всей школы, и подбор профессиональной подготовки, которая необходима для конкретного учителя. It's not an easy task, but then campus administrators knew it was not an easy task when they became a campus administrator. Это совсем непростая задача, но администрация, директор школы, они знали, что это не будет простой задачей, когда они согласились стать директором школы. Спасибо. Спасибо. Мы благодарим профессора Вильяма Эджинсона, благодарим Андрея Викторовича Коптелова. Уважаемые коллеги, а у нас с вами есть возможность задать вопросы нашим экспертам круглого стола. У нас свободный микрофон, пожалуйста. Поднимите, пожалуйста. Кто хочет задать вопрос? Пожалуйста, поактивнее, коллеги. Можно я скажу одну вещь? Вы знаете, мы все время своим студентам, я в частности, все время своим студентам говорю, в самом начале, когда первое занятие я с ними встречаюсь, я им говорю, пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы. Ну вот я вам лекцию буду читать, и вы меня останавливаете даже задавать вопросы. Потому что задавать вопросы – это не есть знак слабости, это есть знак интеллекта. Поэтому не стесняйтесь, что ваш вопрос может быть неправильным. Неправильных вопросов не бывает. Воспользуйтесь возможностью, так сказать, пообщаться и, может быть, именно даже поставить проблемы. Будьте смелее. А можно экспертам задать вопрос директорам школы? Можно? Я хотела бы задать вопрос директору школы. По-моему, да, сударь? Я хотела бы вот вас спросить, да? Вот как вы видите сегодняшнее состояние образования и учителя? Какие проблемы и как вот после нашего семинара вы видите, какие пути? То есть как учитель может стать эффективным? Спасибо за вопрос. Я директор сельской малокомплектной школы Видорского района, поселка Илёва. Ну, за время семинара, говоря огромное спасибо всем, кто участвовал в этом семинаре. Действительно полезное наше общение случилось. Сегодня я услышала очень важную вещь, что наконец-то у нас теория не будет расходиться с практикой. Мы, получая молодых специалистов, имели массу проблем в том плане, что они не совсем понимали, что та деятельность, которую они проводили в институте, несколько отличается от той, которая проводится в школе. И разрыв между теорией и практикой был очень большой. Мы вспоминаем наше студенчество, наше обучение. У нас ведь так и было. С первого курса мы работали до 5-го с учениками разных школ по разным направлениям. И, естественно, какие-то изменения происходили, и произошли те изменения, которые не совсем в плюс сыграли педагогам, которые готовились и приходили в школу. Особенно педагоги, которые заканчивали не педагогический институт, а на тот момент государственный университет. Проблемы. Есть большое желание, может быть, конечно, есть большая разница между тем, что происходит в городских школах и в сельских школах. Мы, послушав то, что говорили, мы себя, конечно же, отнесли к резидентным школам, потому что, невзирая на те социальные условия, которые существуют на селе,
стараемся работать хорошо. И поверьте, наши дети без всяких репетиторов сдают неплохо выпускные экзамены и на уровне основного, и на уровне среднего общего образования. То есть мы считаем, что на селе образование у нас сохранилось. И учитывая сложность ситуации, учителя стараются как-то мобилизировать себя на то, чтобы качество работы от социальных условий не страдало. И всегда люди, приходящие в школу, они ведь немножко мотивированы тем, что мы приходим к детям, мы ответственны за будущее, которое мы формируем в школе. Как правило, учителя, которые у нас работают на селе, они очень ответственные люди и стараются максимально вложить не только знания детей, но и любовь, и стремление к успешной социализации в дальнейшем. Собственно говоря, мы, проводя мониторинг успешности наших выпускников, мы считаем, что добиваемся неплохих успехов в этом направлении. Спасибо. Я не знаю, ответила на ваш вопрос. Большое спасибо. Прошу директора школы. Добрый день всем присутствующим. Спасибо большое нашим экспертам. За эти 3 дня мы получили массу эмоций и впечатлений. И вот уже мы сидим вместе с заместителем по методической работе. Эффект есть. Потому что первое, что мы думаем, о том, что в конце мая мы проводим методический совет, мозговой штурм о том, как поменять методическую работу школы, изменить ее. То есть я думаю, результат уже есть. Если мы об этом задумались, и мы хотим это сделать. Но проблем в школе сейчас очень много. И одна из огромнейших проблем – это перенагрузка учителя. Вот очень было бы интересно узнать, какая недельная нагрузка у учителя в Америке. Давайте мы дадим слово учителю американскому, который сейчас здесь находится. Она вам расскажет. Сильвия, the question is, how many hours do you have to teach every week? What is your load, professional load at school currently? Something 8 or 7:30. It's Monday through Friday. С понедельника до пятницы. And it's you're required to be there 7:30 to 4. Вы обязаны быть в школе с 7:30 до 4. However, many days a lot of teachers stay an extra hour or 2. Тем не менее, многие учителя остаются еще на часок или на 2 каждый день. It's the way that I think about it. It's like a doctor. The doctor, even though he or she may not have patience, he or she still needs to make sure that they're prepared to practice or be prepared for the next appointment. Я, например, сравниваю это с работой доктора. Доктор, который даже вот у него в данный момент нету пациентов или там операций, они, тем не менее, готовятся к следующим встрече с пациентом. We have to be prepared the next day. Мы We должны cannot be готовиться к last minute. следующему дню. It's something that you cannot rush. Есть что-то, что нельзя ускорить. So I've learned, especially after my first year of teaching, you can't just wake up and think that you're prepared for the day. It takes a lot of planning. Особенно, когда я начала мой первый год быть учителем, я научилась понимать того, что недостаточно ты встала и пошла там преподавать. Это требует большого планирования. So, unfortunately, as teachers, we do have to work a little bit more. If you're only doing it for money, then you're not going to be an effective teacher, and your teaching is not going to be effective. К сожалению, как учителя, нам приходится делать больше. А если же вы хотите работать только за деньги, то вы не будете эффективным учителем. Это понятно, наверное, для всех. But it does get easier. It does get easier as far as planning. Once you have everything, and it's going to take some time, it gets easier. I promise. Когда все спланировано, то становится уже немножко легче. Но я могу сказать из опыта своей работы учителя, что учитель обычно имеет 6 уроков. Урок порядка 50 минут по времени. Перерывом между уроками 2-3 минуты.
это время предоставлено учителям ученикам только для того, чтобы они прошли из одного класса в другой, перешли из класса в класс. Это я говорю о средней школе, 6-8 классы, например. Учитель имеет одно окно, то есть эти 50 минут. В целом, значит, получается 7 уроков. Ученики присутствуют на 7 уроках каждый день, с понедельника по пятницу. Учитель ведет 6 уроков, одно окно. Но это окно не значит, что он может, например, там, в интернет пойти и кино смотреть. Это окно обычно используется для того, чтобы другие учителя, коллеги по предмету, например, да, они встречаются вместе, что-то планируют, что-то обсуждают, анализируют данные там, теста прошедшего или обсуждают поведение какого-то там Джани в классе, который всем мешает и бросается бумажками и так далее. То есть вот этот час он идет на работу с коллегами. На обед обычно отводится 30 минут для учителя. Он может с собой принести что-то или там в школьную столовую пойти покушать, или если рядом есть какой-то Макдональдс, туда сбегать. Вот. Перед уроком обычно учитель обязан прийти в школу за 30 минут до звонка. За 30 минут. Но это имеет смысл, потому что надо там, приготовиться, на доске написать и так далее. Иногда учителя выходят чуть раньше и стоят перед школой, направляя, приветствуя учащихся, там говорят, что давай сразу в школу, нечего там бежать в какой-то магазинчик за Кока-Колой. Вот. После школы учителя выходят на улицу и помогают ученикам в автобусы садиться, а также какие-то учителя отвечают за то, чтобы вот машины, которые родители забирают учеников в машину, чтобы они как бы, правила соблюдали тихонечко там, осторожно и так далее. Вот. То есть фактически получается, что учитель работает больше 8 часов в день. Непосредственно с учениками в классе 6 уроков. С коллегами 1 час. Да, это пятидневка, с понедельника до субботы. Понедельника до субботы. Суббота, извиняюсь, по пятницу, суббота не включается, извиняюсь. Да, суббота не включается. Наполняемость классов сколько примерно? Уважаемые коллеги, хотела добавить, вот когда было 3 года в Америке, и Андрей говорит, How many students do you have in class? Average. A typical content class it depends. It's probably between, now it's 23 to 29. In our state, it is a law that grades prior to 4th grade only has 24 students. По закону Штата до 4 класса должно быть не более 24 студентов. Сильвия сказала, что в их классах обычно 23, Yeah, 24. 24. Ну вот я когда работал в средней школе, достигала 38 человек. Бывало и 22, и 38, в зависимости от класса. Проблемы везде одни. But in secondary classrooms, by law, the teacher may not see more than 150 in a day. Но если мы говорим о старшей школе, то по закону штата учитель не должен работать в день, не в один урок в день, не более чем со 150 учениками. Ну, то есть разделите на 6. They may have more in a class, just a few more, if there is an instructional aide present. Они могут иметь немножко больше в классе учеников, чем по закону положено, если присутствует какой-то помощник учителя, или, например, есть инвалид в классе, и к нему прикреплен какой-то еще помощник. Now, Sylvia, as a physical education teacher, might see many more than 23 or 24. She might see 100 children at a time, but there will be an instructional aide with her to help facilitate. Сильвия, как учитель физкультуры, может иметь за один урок намного больше учеников, даже до 100 учеников, но там все равно должен присутствовать какой-то помощник учителя. Would you like to say how many students do you have? It's between 88 and 95 in each class. So Каждый there's 50 класс minutes. у нее между 88 и And 95. it's a total of 5 classes. Every class. Yeah, in a day I teach 5 classes of that number. And each class every day has about 80 to Yeah, 95. average 90. And how many teachers? Myself and 1 aide. С 88 до 95 учеников в один класс,
каждый день, 5 классов она таких имеет, но у нее еще присутствует в это время помощник ее, помощник учителя. But it's important to know that aid is not there for grading, that aid is just help to gather the children out. So again, the teacher is still responsible for grades. И очень важно понять, что помощник учителя, он не отвечает ни за какие оценки, там, выставления или еще чего-то. Помощник учителя только помогает, так сказать, организовать учеников, когда они приходят, и увести их, когда закончился урок. У нас возник уместный вопрос, какой площади спортзал, есть ли норматив для каждого спортзала? The principal is asking, since you have 88 to 95 students, how large is the gym? Oh, it's loud. Actually, it gets quiet, but that goes back to the classroom management. How large? How large? How large is the gym? It's a typical gym size. There's a couple of basketball. Yeah, there's 6 total hoops in the gym, but it's a full-size basketball Yeah, court. what do you think about how long is the gym? It's longer than this. Okay. It's enough to space them out where they have enough space. Ну, обычный типовой, как во всех школах, по длине он больше, чем вот это помещение, ну и по ширине, естественно, там намного шире. Там есть баскетбольный корт и дополнительно еще 4 баскетбольных кольца, зоны, да. В принципе, говорит, не тесно, нормально хватает. I have a picture if she wants to see. А у меня есть картинки, если хотите, я вам покажу. Андрей, можно я добавлю, если вас не затруднит, прокомментируем. Вчера, ну вот я для наших коллег говорю, а потом, может быть, для Уильяма перенесу. Уважаемые коллеги, ну вы услышали про нагрузку, да, учителя в Америке, а я добавлю вот из вчерашней нашей встречи с Уильямом такую информацию. Дело в том, что в течение 5 лет учитель американской школы должен доказать, что он 1500 часов занимался самообразованием. А давайте сюда добавим, что общество законопослушное, они все показывают и доказывают, как есть. Вот представьте себе, да, как это происходит. К уроку подготовиться после 8 часов, да, работать. Такая тишина, ну что тут добавишь-то? Окей. Это был риторический вопрос. Уважаемые коллеги, 2 вопроса еще осталось у нас время. Можно я завершу, да? И вторая проблема. У нас есть на сегодняшний момент 7 свободных ставок учителей. Вот перезагрузка это связано именно с этим. Не идут молодые специалисты в школу. Это проблема из проблем. Уходят поколения уставших бабушек, на смену им не приходит поколение молодых педагогов. Вот эта проблема, я считаю, глобальная для школы. Уважаемые коллеги, еще пара вопросов. Материально как стимулирует американское правительство учителей? Как стимулирует учителей правительство Соединенных Штатов Америки? Может быть, нам Люк что-нибудь расскажет? Probably Bill can do this because he knows. Билл, может быть, лучше сделать, потому что он знает законодательство. И могу я ему тоже сказать. Среднюю заработную плату. Значит, про заработную плату я вам скажу в среднем так. Значит, Хьюстонское ГРАНО, так русский термин применю. Хьюстонское ГРАНО, выпускник университета без стажа, 0 стажа, со степенью бакалавра, поступает работать учителем по любому предмету. Заработная плата начинается где-то примерно $53 тысячи в год. Может показаться много, но не забудьте, что налог 25%. Это я вам сказал грязным. Налог 25%. Не забудьте, что на страховку на медицинскую у вас из зарплаты будут вычитать порядка от $300 до $500. Не забудьте, что вы должны платить на страховку за машину, которая не как в России, например, $1500-2000 в год. Не забудьте, что надо платить страховку на ваш дом. В Хьюстоне бывают ураганы, которые сносят не просто крыши, а дома целиком. И затапливают дома выше крыши. То есть страховка тоже может стоить порядка 2500 в год.
Ну и достаточно другие расходы могут возникнуть. Но вот если вам интересна цифра, вот цифра такая. Значит, чистыми молодой учитель получает примерно от 3 до 3,5 тысяч в месяц. От 3 до 3,5 в месяц. Есть ли система аттестации у них через каждые 5 лет? Через каждые 5 лет необходимо запрашивать новый сертификат. Без сертификата вы не можете работать учителем. Каждые 5 лет вы должны обновлять свой сертификат. И при обновлении своего сертификата вам необходимо подтвердить, что вы работали в школе, что вы педагог, а не просто держали эти сертификаты и работали водителем такси. И при этом вы также должны подтвердить, что у вас были эти часы профессиональной переподготовки. Могут запросить подтверждение, документально, бумажку, могут просто так сказать, хорошо, вот ваш обновленный сертификат. Но система такая есть, и она обязательна. Без нее вы не будете дальше работать. Коллеги, продолжение. Там 13, то, что нам показали, там 13 компетенций. И они, если вы хотите сравнить с нашим портфолио, вы знаете, вот у нас несколько, да, компетенций всего, а там 13. И сравните, да, каким образом раз в 5 лет тяжелее намного учителю подтверждать вот свою профессиональную пригодность к работе в школе. Вильям Эджентон вам сейчас скажет насчет того, какие есть бенефиты для молодого учителя, если он, вот, заканчивая институт, решил пойти в сельскую, там, в городскую школу. Разные школьные округи тоже имеют разных детей, и поэтому там разные могут быть бенефиты. Benefits for the teachers or just apply for teachers? In America, there are many reasons why young people become teachers. В Америке много причин, почему молодежь хочет быть учителями. For example, I have 2 daughters who became teachers. Например, у меня 2 дочерей, которые тоже учителями стали. And they became teachers because they saw the impact that my wife, who was also a teacher, was having on children. И они стали учителями, мои дочери, потому что они видели, что делает моя жена для детей. Она, кстати, тоже учитель. Other people have told me they have become teachers because they want to make a difference in the life of a child. Другие люди говорят мне, что они решили стать учителями, потому что они хотят что-то изменить в жизни детей. And many choose or intend to teach in rural districts or in urban areas. И многие решают работать именно вот в таких сельских школах, где-то в отдаленных районах. And to many individuals, they feel that they were called to teach, that it was a calling. Многие почему-то чувствуют, что это их призвание. However, we make sure they understand that probably just like in Russia, they're not going to get rich teaching. Но мы понимаем, что так же, как, наверное, и в России, учитель не будет богачом, работая учителем. The starting salary for a new teacher is much better than it was when I began almost 40 years ago. Начальная зарплата для молодого учителя намного лучше, чем та, которую я получал, когда начал работать учителем 50 лет назад. 40 лет назад. But it's true, they're not going to make as much money as a doctor or a lawyer. Но это правда, что они не будут зарабатывать такие же деньги, как, например, доктора или юристы. And sometimes we have to work against families that don't want their children to become teachers because of the pay. И иногда мы как бы не побуждаем наших учителей в семье, чтобы они стали бы учителями, потому что меньше денег. But many school districts will pay a little extra to a new teacher for certain services. Но многие образовательные округа, управление образованием, платят немножечко больше для определенных категорий учителей. For example, in addition to being a teacher, I was also a coach of American football. Например, когда я был учителем, я также тренировал учеников американскому футболу. And made a little bit more. И получал немножечко побольше. Teachers of STEM subjects often in schools
are paid a little bit more. Учителя, которые преподают предметы STEM, ну, знаете, что такое, да? Они обычно получают намного больше. Teachers who work with special needs children are sometimes paid more. А учителя, которые работают с учащимися, требующими дополнительных каких-то услуг, они также получают больше. And because we live in Texas, teachers who work with children that don't speak English are paid more. И потому что мы живем в Техасе, те учителя, которые работают с учениками, которые плохо говорят или не говорят по-английски, те учителя также получают больше. So I jokingly tell students what they need to become is a teacher of bilingual special needs students who play football. И поэтому я иногда в шутку, я, может быть, серьезно говорю своим студентам, если вы хотите идти учителями, постарайтесь быть, говорить на двух языках, работать с учащимися, которые требуют специальных, которые имеют нужды специальные, и кроме того тренируйте других учеников играть в американский футбол. Then they can retire and take my job. И тогда я могу уйти на пенсию и вы на мое место придете. But in addition to extra money, there are some benefits that we recognize as maybe not being perfect, but help. Personal days that they're allowed without penalty every year. Дополнительно к вот этим вот прибавкам к зарплате разных категорий также существуют, например, какие-то дни персональные, которые мы можем просто взять и на этом зарплате не отразиться. Ну, как бы отгулы. And the district must provide some money toward health insurance. И школьное управление образования также добавляет деньги для нашей страховки медицинской. And although my students are not necessarily interested at this point in their careers, they do have a retirement package. И также, студенты обычно не думают об этом, но там есть еще тоже очень хороший пакет пенсионный при выходе на пенсию. Now those are all the financial benefits that a new teacher might experience. Вот такие основные финансовые бенефиты, которые новые учителя starting from math, if you're going to teach math, they give you one time 5,000, 3,000. Но также вот я могу из опыта сказать, что, например, в отдельных школах, где не хватает учителей, вот у вас 7 не хватает, да? Вот вы можете этот опыт, например, скажем, школы, в которых не хватает учителей математики. Значит, если новый молодой учитель приходит туда работать учителем математики, он одноразово может получить $5,000 просто как стипендию. За то, что пришел проработать на 3 года. Не просто взять и уйти 3 года. Это помимо зарплаты. Я думаю, что это из управления образования выделяется на такие вот школы. И еще очень интересный момент. Предположим, если человек закончил какой-то университет по другой специальности, и у него большой долг за обучение, он платил за обучение, не бюджетник, у него большой долг на обучение, бюджетников там нет, большой долг за обучение, ему надо как-то рассчитаться, он может пойти работать учителем, он должен получить быстренько сертификат, пойти работать учителем, и если он проработает 3 года учителем в трудной школе, в школе, где действительно нужны учителя, ему этот долг спишется. Что они teach for America, if you work 3 years or like 2+1, you don't need to pay for your student loan. Да, и также существуют гранты для учителей. Но это в том случае, если учитель идет работать в не очень благополучную школу или в школу, в которой действительно нужны учителя. And I really want to add as well that teachers in larger schools, bigger schools, are going to make more money than the rural schools. Я должен честно сказать, что учителя, которые работают в больших городских школах, они получают побольше денег, чем, например, в сельских школах. But there are still enough teachers and young people who get into teaching simply because they want to make a difference. Но при этом, несмотря ни на что, действительно очень много и большинство молодых людей, которые идут работать учителем, потому что они хотят что-то изменить, что-то сделать лучше для детей.
мы благодарим всех наших экспертов. И действительно, мы с вами еще раз убедились в том, что проблемы современного учителя в разных странах во многом схожи, да, и нам есть чему друг у друга поучиться. Завершая работу нашего круглого стола, мы еще раз подчеркиваем важность совместной работы и коллективов школ, и органов управления образованием, и Института развития образования, и наших партнеров. Только совместными усилиями слаженной работы команды мы с вами сможем создать условия для повышения качества образования в наших школах. Все участники проекта «Эффективная школа» должны осознать свою роль в реализации задач национального проекта образования. Эффективная школа – это школа возможностей. Эффективный учитель – это учитель, готовый к непрерывному саморазвитию, к преодолению вызовов. И если, как на открытии семинара, вы помните, да, сказала министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Владимировна Якимова, в наших школах не может быть неэффективных учителей, то каждая школа может стать эффективной. А наша команда, команда Института развития образования, наши партнеры, мы, конечно же, готовы вам в этом помогать, направлять, консультировать, осуществлять консалтинговое сопровождение. Спасибо всем. Мы также хотели сказать вам, что если вам интересно узнать что-то больше, или если у вас будет интерес посотрудничать, например, учителям, это же сейчас можно делать и по интернету, например, через Skype, или просто обмениваться каким-то опытом, делиться там успехами или трудностями, то, пожалуйста, не стесняйтесь, дайте знать. Мы оставим вам наши координаты, и мы с удовольствием будем с вами общаться, потому что то, что мы делаем совместно с институтом, это уникальный опыт, и мы хотели бы продолжать это. Это уже не второй год такое сотрудничество. Я считаю, что оно идет на пользу образованию в обеих странах. Большое вам спасибо за такую возможность. Спасибо, конечно, за такую возможность, которая нам представилась в совместной нашей деятельности с международными экспертами, с нашими федеральными экспертами, кто нашел возможность приехать на наш международный семинар.